Да, кворум есть. Так, уважаемые коллеги, мы начинаем работу Объединенного ученого совета по сельскохозяйственным наукам. Кворум имеется. И еще раз я прошу вас принять от нас поздравления с наступившим Новым годом, с Рождеством прошедшим, с Крещением и тем, что приближаются большие юбилеи, юбилей республики, столетий и так далее. Так что нас ждут большие мероприятия. И этот год 2022 будет насыщенный многими интересными событиями. И в связи с этим хочется всем пожелать крепкого здоровья, успехов, удачи и плодотворной работы. А теперь работаем по повестке дня. На повестке дня у нас 3 вопроса. Это подведение итогов аграрной науки за 2021 год. Второй вопрос – это совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего. Это сделает доклад начальник НИЧ АГАТУ, кандидат ветеринарных наук Нифонтов Константин Левольевич. Этот вопрос еще стоял раньше, поэтому мы его включили. Третий вопрос – это планы и перспективы развития сельскохозяйственной науки на 2022 год. Тоже я коротко вам сделаю информацию. Так, есть вопросы по повестке дня? Нет, да? Ну тогда я работаю по повестке, да? Мы работаем по повестке. Так. Работа Объединенного ученого совета по аграрным наукам за 2021 год проведена согласно плана работы, утвержденного на заседании ОУСа по сельскохозяйственным наукам в сентябре 2019 года. Мы приняли такое вот на перспективу до 2025 года, как будем работать и какие направления будем держаться, потому что наше аграрное производство, агропромышленный комплекс республики очень мощный, очень большой, и все объять аграрная наука наша не сможет, потому что она у нас скромная, всего лишь аграрная наука Янисхи, аграрная наука у нас как бы образовательном нашем аграрном университете, там тоже оно идет после образования как бы, ну и работники Министерства сельского хозяйства, также других структурных подразделений тоже занимаются научными исследованиями. И все в комплексе, это все не только проводится в ФИЦе, Федеральном исследовательском центре, а все это аккумулируется как бы в нашей Академии наук Республики, Объединенном ученом совете. Поэтому наши вот эти данные, они сводные, и мы их хотим вам представить на ваше обсуждение. По аграрной отрасли в 2021 году опубликовано 762 научных работ, в том числе в журналах, индексируемых на базе данных Web of Science, 37, Q1, 8 статей. Это очень хорошие, надо сказать. Из них 7 статей опубликовано ионистовскими учеными и 1 статья в Аграрном университете. Q2 3, Q3 9, Q4 12, Scopus 29, в ядре РИНС 96 статей, российских журналов, включенных в перечень ВАК 140, научно-популярных журналах 2, в сборниках конференций по публикациям индексируемых в РИНС 20. Тем самым оказались можно сказать, на передовых позициях по качеству публикации в зарубежных журналах с высокими квартилями. Об этом можно, если сравнить с другими научно-исследовательскими институтами, то мы находимся на передовых позициях. Я не буду умалять
работу других институтов, тут как бы выпячиваю свою. Поэтому это все выйдет, когда будут опубликованы данные по всем научно-исследовательским институтам. И, наверное, этот итог подведет Лебедев Михаил Петрович, а в целом по республике президент Академии наук Василий Васильевич Филиппов. Это сделает он в феврале, после наших отчетов. Больше публикаций Q1 имеют авторы профессор, доктор ветеринарных наук Слепцов Евгений Семенович и Федоров Валерий Иннокентьевич. Изданы 2 монографии, 4 методических пособий. Самым важным изданием сельскохозяйственной науки и с участием производственных ученых и специалистов нашего Министерства сельского хозяйства и структурных подразделений на 2021 год является выпуск, сводная работа, выпуск системы ведения сельского хозяйства на 5 лет. Вот это фундаментальный труд, по которому будет как бы работать весь агропромышленный комплекс, будет сверять свою деятельность, консультироваться, смотреть. Так. Поэтому это очень большой труд. Мы успели его выполнить и даже успели на этом, как говорится, и заработать, заработать немножко. Пособие является ключевым перспективным изданием для сельскохозяйственной науки и производства. Так. И хочется тут отметить то, что в дальнейшем выпуск такой вот системы ведения сельского хозяйства уже надо задумать сейчас уже, заранее, чтобы потом, да, по качеству его, какой бумагой, какой, скажем, какую типографию выбирать. У нас тут получилось так, что мы могли опоздать. И видя перспективу, тут, конечно, многие хотят видеть в этом издании и мелиорацию, хотят и механизацию, и автоматизацию, и информационные технологии, сейчас цифровые побольше охватить, и финансовые вот стороны. Но все, конечно, охватить очень сложно, и хотелось бы включить специалистов, и здесь и СВФУ могли бы участвовать здесь, специалисты и Академии наук отсюда, и ФИЦа других институтов, чтобы он получился более такой вот емкий. И он, конечно, аграрный сектор же у нас там не только аграрное производство, там у нас живет 40% населения республики. И охватить и жилищные вопросы. Ну, сейчас прошлое лето что было? Столько много пожаров было, а тот год наводнения были. Вот, поэтому вот эти тоже моменты тоже сказываются. Ну и, конечно, перспективные направления какие. Образовательная часть. И тут впервые, да, дана кадровая подготовка. Если 5 лет назад изданным всего лишь 1,5 страницы было кадровая подготовка, то сейчас уже объем его увеличился, и этот объем все равно, мне кажется, он недостаточный. Тут и специалисты сельхозтехникума нашего колледжа могли бы включиться, потому что подготовка рабочей профессии, подготовка колледжной, подготовка высшей квалификации и после вузовской тоже оно было бы охвачено, было бы хорошо. Это такое вот мое пожелание. Одной из крупных авторской монографии за 2021 год является «Научные прикладные основы развития скотоводства Республики Саха-Якутия». Автор академик Академии наук Республики Саха-Якутия Чугунов Афанасий Васильевич. Вот в этой монографии, можно сказать, впервые такая монография вышла, фундаментальная. Она охватывает вообще все стороны животноводства. И мы должны гордиться, что Афанасий Васильевич нам сделал подарок, такой труд. И, конечно, Академия наук высоко оценила деятельность Афанасия Васильевича Чугунова, и в этом году он удостоен золотой
медали Академии наук за высокие научные достижения в области сельскохозяйственной науки. Это у нас впервые золотую медаль получает ученый из аграрного сектора. Поэтому мы очень благодарны руководству Академии наук, потому что наш УВУЗ ходатайствовал, просил за Афанасия Васильевича Чугунова и за его работы. Вот была такой вот награжден золотой медалью. Ну и надо отметить монография «Сибироязвенные захоронения Республики Саха-Якутия». Тоже это очень нужный труд. Поэтому здесь надо благодарность Михаилу Петровичу Неустроеву. Ну, сейчас нету человека. Дягилев работал, да, в этом вопросе тоже очень активно. Мы его сейчас, Григория Дягилева, живых нету. Но мы сделали так, чтобы его родственники были соавторами в этой работе. Этот труд будет использован в перспективе не только в аграрном секторе, он будет использован и при проведении недропоисков и так далее, недродобычи. И как дает ему большое значение Соломонов Никита Гаврилович, наш аксакал нашей науки, что это очень необходимая работа. Так. Впервые в мире разработана и утверждена в Россельхознадзоре Российской Федерации вакцина против мыта лошадей. Здесь главным является автором доктор ветеринарных наук, профессор Неустроев Михаил Петрович. Здесь также есть в соавторстве аспирант Эльбядова. Сегодня день аспирантов же, да? Поэтому мы пожелаем автору вакцины Эльбядовой, да, аспиранту, пожелаем творческих успехов. Так, получены нашими растениеводами, аграрными растениеводами, получены в этом году два сорта растений. Поэтому это тоже очень такой вот каждый год по два сорта, новых сорта мы не получаем. В рамках вот визита президента Российской Академии Наук Сергеева Александра Михайловича было подчеркнуто, что главным богатством Якутии является холод. В качестве примера он привел наше криохранилище семян в Якутии, да, вот в качестве примера. В связи с этим была создана новая лаборатория в нашем институте для комплексного изучения хранения семян. Но она совместная, мы вместе работаем. Тут надо сказать, что мы работаем здесь по патенту нашего Бориса Моисеевича Киршенгольца. И эти совместные работы получили большое внимание не только Академии наук, но и вообще в российском сообществе, в российском научном сообществе. И, наверное, в скором времени будет этот проект расширяться. Получены 2 патента на селекционное достижение, 8 патентов на изобретение, 12 свидетельств на базу данных, подано заявок на 6 единиц, из них на изобретение 5, на базу данных 1. В этом году лауреатами госпремии стали сотрудники научно-исследовательского института сельского хозяйства 3 человека. Это достижение этих ученых в области растениеводства, и они получили государственную премию имени Гаврила Иосифовича Черяева. Это, конечно, для нас, аграрных ученых, тоже это впервые мы получаем. В прошлом году физтеховцы получили. Так что это говорит о том, что наши ученые, аграрники, выполняют работу на достойно высоком уровне. В июне 2021 года
Два научных сотрудника научно-исследовательского института сельского хозяйства защитили кандидатские диссертации на базе Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, а в сентябре прошлого года в Тимирязевской сельскохозяйственной академии ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией оленеводства, защитил докторскую диссертацию на присвоение ученой степени доктора биологических наук. В августе 2021 года здесь у нас состоялся 24-й международный форум «Аграрная наука, сельскохозяйственное производство Сибири, Казахстана, Монголии, Белоруссии, Болгарии и Китая», посвященный столетию установления дипломатических отношений между Монголией и Российской Федерацией под эгидой 300-летия Российской Академии Наук и 65-летия Якутского научно-исследовательского института имени Сафронова. Организаторами форума выступили ФИЦ, Якутский научно-исследовательский институт, Якутский научный центр Сибирского отделения РАН, Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологии РАН, Якутский научно-исследовательский институт сельского хозяйства, Национальный аграрный научно-образовательный центр Республики Казахстан, Монгольская академия аграрных наук. Она является государственной, официальной отделением аграрных наук Национальной академии наук Белоруссии. В работе форума приняли участие 140 ведущих ученых и специалистов из системы РАН, ФИЦ, нашего ФИЦ, ЯНИСК и Монгольской академии наук. Ну и все перечислять не буду, да. Но, конечно, здесь надо отметить то, что и иностранные у нас были, такие как Шандунские биотехнологические компании Биолайн Китай, ВНИК, Тувинского научного центра, Тувинского института комплексного освоения природных и ресурсов Сибирского отделения РАН, Восточно-Казахстанской сельскохозяйственной опытной станции, Казахского НИИ животноводства и кормопроизводства, Хайнлинзянской академии сельскохозяйственных наук и так далее. В ходе форума широко обсуждены назревшие проблемы сельскохозяйственного производства стран-участниц, вопросы научного обеспечения, стратегические аспекты развития АПК при межгосударственной интеграции, вызовы и перспективы развития приборной базы и так далее. В рамках форума доложены и обсуждены итоги научных исследований, отражены результаты интеграционных связей, и все это будет опубликовано через Новосибирское издательство. Проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Интеллектуальный потенциал молодежи селу 21 века», посвященная памяти Аялы Ивановича Степанова. В работе конференции приняли участие 163 школьников из 50 агропрофилированных школ республики, студенты, аспиранты, молодые ученые и профессора Курского аграрного университета, Московского госуниверситета пищевых производств, Саратовской, Тамбовской области, АГАТУ, Якутский сельскохозяйственный техникум. Лучшие научные доклады удостоены звания лауреатов и награждены дипломами 1, 2, 3 степени. Двум ученикам присуждены именные стипендии от имени семьи Аялы Ивановича Степанова. В рамках проведения Дней науки на фестивале «Наука 0+» с докладами и мастер-классами выступили 35 участников школы юных исследователей. Также в рамках фестиваля здесь участвовали Московской Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Вот также в фестивале «Наука» проводили занятия по ветеринарной медицине, где приняли участие 25 юных исследователей. Ну, вот этот вопрос я немножко опущу, да, потому что о них
я еще в третьем вопросе затрону, да, третьем вопросе. Так, 24-м международным форумом, да, вот принята аграрная наука, сельскохозяйство, производство в Сибири, Казахстане, Монголии, Беларуси, Болгарии. Выездное научное заседание научно-технологического обеспечения стратегического развития арктической зоны Российской Федерации, рабочей встречи с учетом президентом Академии наук. Все это так. В декабре 2021 года в рамках 65-летия ЕНИС проведены Всероссийская научно-практическая конференция «Сафроновское чтение», посвященная 105-летию выдающийся организатор аграрной науки, общественной и политической деятеля Сафронова. Были докладчиков 335 участников с 216 докладами, из них 285 школьников. Это говорит о том, что наша молодежь, школьники активно участвуют и стараются участвовать в малой сельскохозяйственной академии. И в этом вопросе мы тоже во третьем вопросе я определенные идеи, как еще активизировать, я об этом тоже скажу. Так, достижения сотрудников постоянно освещаются в средствах массовой информации республики, в статьях, газетах, выступлениях по телевидению, радио, YouTube-канале, также в YouTube-канале, как это проходит Агроньюз нашей научно-исследовательского института, и также в канале, личный канал Пудов Алексей Григорьевич. Ваш же личный это, да, YouTube? Там в основном, да, выходит? Так, есть страница, где можно увидеть все интересные моменты. Также мы провели в последнее время несколько мероприятий, связанные с юбилеями наших выдающихся ученых. Это тоже все в YouTube-канале имеется. Так, на этом я по первому вопросу завершу, да? Если есть вопросы, я готов ответить. Какие будут вопросы? Нет? Нет? Тогда по первому вопросу постановление у нас, да? Постановление. Такое постановление. Принять к сведению отчет по сельскохозяйственным наукам за 2021 год, выполненный в рамках плана заседания ОУС развития аграрной науки и получения новых знаний в области сельского хозяйства для жизни арктической и субарктической части Российской Федерации и мира на период до 2025 года мы запланировали. Это в 2021 году. Так. Согласиться, да? Или есть выступление? Я предлагаю еще дополнить второй пункт, потому что вы сказали, Леонид Николаевич, значит, материалы представить в Академию наук для подготовки заседания Совета по науке при главе нашей. Материалы представить, да? Да. Представить президиум. Для включения. Доклад. Да. Спасибо. Так, согласиться, да? Тогда. Против? Нету. А кто онлайн участвует? Есть пожелания? Есть? Нет, да? Предложения? Нет. Так, тогда переходим ко второму вопросу. Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего. Пожалуйста, Константин Григорьевич, пожалуйста. Да. Здравствуйте.
проекте. Этот проект, заявку на этот проект мы подавали в 2019 году с подачи Бурятской госакадемии. Они нас пригласили в этот проект. Этот проект Европейской комиссии Erasmus. И выиграли этот проект, получается, с 2020 года, с января 2020 года он начал работать. Называется «Совершенствование послевузовского образования в сфере устойчивого сельского хозяйства и систем будущего». Он направлен на совершенствование именно аспирантуры и докторантуры, PhD-докторантуры в сфере нашего сельского хозяйства. Вообще, если говорить об этом проекте, да, он очень необходим в плане того, что у нас аспирантура, опять же, сейчас меняется. Да? До этого у нас аспирантура была как бы третьим циклом образования. То есть после обучения студенты поступали в аспирантуру и учились так же, как и студенты, потом сдавали дипломные работы, потом уже могли сдать кандидатские, да, защиту проходить и кандидатские диссертации. Но в связи с этим очень ухудшилось количество защищенных аспирантов и так далее. И сейчас уже в марте должны выйти паспорта новых специальностей. Наверное, вы знаете, номенклатура уже поменялась специальностей. Далее по проекту, да, в этот проект, консорциум этих проектов входит вузы из Европейского Союза. Это грантодержатель университета Ньютингем-Гайслинген. Также туда входит Варшавский университет естественных наук, Чешский университет естественных наук, Немецкий институт сельского хозяйства в тропиках и субтропиках и Эстонский университет естественных наук. Из Российской Федерации у нас 4 вуза выступают. Это Ставропольский государственный аграрный университет, Новосибирский государственный аграрный университет, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия и наш университет, Арктический государственный агротехнологический университет. Также 4 вуза из Республики Казахстан. Это Казахский агротехнический университет имени Сейфуллина, Казахский национальный аграрный университет, университет Джангирхана, и это Западно-Казахстанский университет, и Костанайский государственный университет имени Байтуцинова. Кроме этого, туда аффилированными такими консультантами, да, входят научно-исследовательские организации. Это Национальный центр профессионально-общественной аккредитации России, Независимое агентство аккредитации и рейтинга Казахстан, также Национальный аграрный научный и образовательный центр НАНОЦ, это Казахстан, и Российская академия наук, вот, включая российские научно-исследовательские институты. Ну и такими ассоциированными партнерами, да, являются Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. Вот. Так как подготовка кадров именно в направлении сельского хозяйства высшей квалификации касается и таких вот исполнительной власти. Да? Сам проект, он направлен на решение проблем в области подготовки научно-педагогических кадров согласно международным стандартам качества и ставит своей целью повышение уровня знаний в сфере устойчивого сельского хозяйства и агросистем будущего. Вообще это темы, которые имеют как национальное, да, международное, межрегиональное такое значение. Всеобщей целью проекта САГРИС, САГРИС это аббревиатура, да, как вы поняли, является содействие усилению профиля вообще интернационализации наших вузов и повышение потенциала молодых ученых и повысить спрос на научные исследования этими учеными на развитие устойчивого, именно устойчивость посещает эти вузы. В прошлом году у нас, допустим, были блок-семинары, 4 блок-семинара по 4 модулям, которые мы делаем. Ну, тут дальше я вам расскажу, да, какие это модули были.
Вообще для вузов проект может решать такие следующие задачи. Да? Это повышение качества образовательных программ, внедрение инновационных методов обучения, я уже сказал, да, обновление библиотечного фонда, более такое глубокое осмысление стандартов качества написания, подготовки диссертаций наших аспирантов. Ну и, конечно же, это обмен опытом с участниками консорциума. Вот на слайде видно, что задачи более широкого такого уровня, да, это поддержка научно-исследовательской работы, как преподавателей, так и студентов, и увеличение количества публикаций в международных базах данных. То, что нам необходимо сейчас, да, для мониторинга наших показателей. Непосредственно для аспирантов и докторантов, PhD-докторантов, проект решает следующие задачи. Это совершенствование подготовки по предметам, да, по междисциплинарным подходам к проблеме устойчивого развития. Это подготовка научных публикаций. Есть целый модуль, называется «Современные методы научных исследований», куда входят именно модули под темы, которые поддерживают аспирантов для того, чтобы они могли правильно писать статьи, правильно искать журналы, которые входят в международную базу данных, чтобы на хищнический журнал не попасть. Также изучают они там тайм-менеджмент, да, для защиты, проектный менеджмент, который сейчас, опять же, очень востребован. Ну а для преподавателей это, конечно, обмен опытом, как на уровне проекта, так и на личных каких-то своих интересах и в тех интересах, в которых они занимаются наукой. Там, скажем, кто-то животноводством, кто-то растениеводством, кто-то, может быть, экономикой и социологией, в том числе и философия туда тоже входит. Далее, значит, для докторантов, да, вот проводились, вот, как я сказал, да, блок-семинары, и в этих блок-семинарах особое внимание уделяется аспирантам. То есть аспиранты, они сами делали доклады, участвовали в различных мастер-классах, в различных мероприятиях, которые проводили для них. И они разрабатывали по своей тематике, по своей диссертационной работе, они проводили какие-то исследования. То есть, как правильно сделать, допустим, статистический анализ, да, своих данных, или же как проводить исследования, как правильно сделать схему исследования, эксперименты, там, ну и так далее. Вот. Все это они изучали в прошлом году. А так, проект, он состоит из рабочих таких пакетов. Да? Их всего 7 штук. Вот. Рабочий пакет один – это создание рабочей группы. Второй пакет – это работа новых модулей САГРИС, да, для 3-го ступени образования. Третий – совместная реализация модулей. 4-й – это сетевое взаимодействие в рамках аспирантуры, докторантуры. Там можно проводить конференции. 5-й – это контроль качества, как внутренний контроль качества подготовленных материалов, так и контроль качества внешний. Поэтому приглашаются эксперты из разных учреждений, как научных, так и образовательных. 6-й пакет – это распространение проекта, и 7-й – это управление проектом. Так, ну, по структуре рабочих пакетов, если я не буду сильно останавливаться, да, то, за что отвечает, наш университет, скажу, что отвечает за первый РП, но хотя он воздействован везде, да, во всех пакетах есть. Так, ну теперь непосредственно какие модули у нас есть, да? Модуль первый – это умное сельское хозяйство и цифровизация, которые сейчас, конечно же, нам необходимы такие знания в аспирантуре, да? Туда входят подтемы, это ресурсосберегающие подходы к устойчивому сельскому хозяйству,
цифровые технологии в сельском хозяйстве и приемы умного земледелия, управление информационными системами, точное земледелие и автоматизация сельского хозяйства и робот. Вот это у нас первый модуль. Второй модуль называется «Система растениеводства и животноводства в условиях изменения климата». Ну, как вы все знаете, это вопрос тоже остро у нас стоит, да, изменение климата. Здесь подтема влияние изменения климата на систему сельскохозяйственного производства, влияние изменения климата на продовольственную безопасность. Следующее – это устойчивое использование и управление ресурсами, водными ресурсами, экосистемы, землепользование. Следующее – это экологически чистое растениеводство и устойчивые системы животноводства. Вот такие вот подтемы. Третий модуль – это современные методы научных исследований. Здесь подтема управления данными, подготовка научных публикаций, включая методы исследовательской работы с литературой, современные методы статистики, подготовка презентаций, ориентированных на целевые группы, да, там постеры, сами презентации и так далее, подготовка заявок на грант и управление проектом, а также тайм-менеджмент. И четвертый модуль, вот за четвертый модуль наш вуз тоже отвечает совместно с немецким университетом в тропиках. И здесь подтема – это введение в концепцию устойчивого развития сельского хозяйства и продовольственных системах. Следующее – это системные подходы и концептуальные теоретические основы социально-экологической системы и деятельности человека. Ну и последнее – это партисипативные и качественные методы трансдисциплинарных исследований. Вот. Это у нас 4 модуля. И, соответственно, да, все 4 модуля мы должны будем включить сейчас в индивидуальные планы наших аспирантов. И вот следующий слайд – это по тем направлениям. Здесь уже даны наименования специальностей по новой номенклатуре. 4 шифр, да, сельскохозяйственные науки, 4.2 это зоотехния и ветеринария, 4.2.3 инфекционные болезни и иммунология животных. Туда мы должны включить первый модуль Smart Agriculture, да, 3 зачетных единиц. Также Agriculture System and Climate Change – это изменение растениеводства и изменение климата в системе растениеводства и животноводства. Туда 4 зачетных единиц входят. Ну и Scientific World, то есть современные методы научных исследований, это 4 зачетных единицы должны войти. Вот. Ну, и также и по зоотехнии, частной зоотехнии, по агроинженерии, это технологии машины, оборудованные для лесного хозяйства и переработки древесины, и технологии машины и оборудования для агропромышленного комплекса. Вот те аспирантуры, которые у нас имеются сейчас. Да? Так, ну, здесь далее идут запланированные этапы, какие у нас были проведены в 2020 году и в 2021 году мероприятия. Ну, первый год, конечно же, был в основном ознакомительный такой, да, рабочей группы, пока там корректировка. Мы очень долго не могли понять, что это за методика. Европейцы совсем по-другому работают, конечно, да, нежели мы. У них все так четко, ясно должно быть. И наши коллеги, да, допустим, они не могли никак вникнуть в сам процесс вот этого создания вот этих подтем. Не как у нас привыкли, да, делать, а вот сказали, значит, должны сделать. Там, миллион раз повторять они не будут. Да? Там, просить чего-то, кого-то там, и так далее. Они просто снимают баллы, ну, то есть финансирование вылезается, если ты ничего не делаешь. И вот и все. Вот. Так, ну, на второй год мы сделали, нынче 3-й год этого проекта, да, он заканчивается в 2023 году, в январе, 15 января.
заканчивается. И в этот год у нас должно быть уже полностью сформулировано, ну, как говорят, ОПОП, да, сейчас. Вот. Но это не ОПОП, это международный стандарт должен быть полностью со всеми лекциями, с практическим материалом, с видеолекциями, а также с тестами, с модным глоссарием там, и так далее, да, со всеми материалами мы уже это все должны подготовить. Ну и в этом году у нас планируются стажировки в Германию, в Чехию, в Эстонию и в Польшу. Должны поехать наши аспиранты и преподаватели. По 2-3 человека должны поехать. Ну, конечно, с условием противоэпидемиологической, да, ситуации, как там будут вообще принимать, вот, вакцинацию будут делать, не делать. Наш университет получает, да, за этот грант 86 тысяч евро за 3 года. Ну, посчитайте, сколько-то в рублях будет, да? А так ежегодно мы получаем как зарплату 5472 евро. Вот. Это на зарплату для разработчиков. По приказу создается рабочая группа, и они работают. Так, ну здесь вот вы видите грантодержатель, это университет Нютинген-Гайслинген. Основной руководитель, координатор это профессор Хайнрих Шюлле, вот это научный руководитель проекта. Ну и другие члены здесь, которые курируют этот проект. Да? Вот с Бригитта Кауфман, это наш руководитель с немецкого института сельского хозяйства в тропиках, и она курирует модуль 4 по трансдисциплинарным именно методам. Вот. Ну и у нас в этом году, в прошлом году проводились в стенах нашего университета блок-семинар по 4-му модулю. Да, приехало всего 36 человек из Казахстана, из российских вузов, очень много людей приезжало, да, вот как раз до, скажем так, ограничительных мероприятий наших, да, в октябре, в конце октября они приезжали, мы проводили вот этот блок-семинар. Также мы ездили в Ставрополь тоже в декабре на блок-семинар по модулю 3 по современным методам исследований. Ну, Ставропольский ГАУ, конечно же, это университет, самый передовой университет, оснащение у них просто нет слов, да, нам до них еще далеко, наверное. Вот, очень хорошо они оснащены, там чуть ли не 30 тысяч квадратных метров все это здание, да, и все новейшие такие технологии для обучения студентов, магистрантов и аспирантов у них имеются. Вот. И там же проводился еще и международный форум. Да? Международный форум назывался «Перспективы послевузовского образования в аграрных вузах России и Казахстана на пути к интеграции в международное научное сообщество». Вот. И те вопросы, которые сейчас остро встают в аспирантуре, это как мы будем переходить на новые федеральные требования по аспирантуре, да, индивидуальные планы заполнения, там, паспорта новых специальностей, как это будет все сформулировано, все это мы обсуждали, и какие проблемы сейчас стоят у аспирантов, почему они, допустим, вовремя не защищаются. Сейчас вот этот вопрос очень всегда остро стоит, потому что у нас нынче, допустим, должны защититься 4 человека, 4 аспиранта, да, последнего года обучения, но из них 1 или 2, может быть, выйдут, вот, а остальные не готовы работать. Вот. Поэтому проблемы есть, конечно, в аспирантуре, и нам бы следовало как-то с Академией наук, да, вот этот проект, хотели бы, чтобы наш ОУС и Академия наук взяли бы как бы на контроль качества самого проекта, да, и рассмотреть возможность консультирования компетентных таких представителей Академии наук в Республике Саха-Якутия
И также хотелось бы, чтобы для усиления и распространения этого проекта, да, афиширования этого проекта, можно было бы дать на официальных сайтах, страницах Академии наук Республики Саха-Якутия. Все, у меня все. Спасибо. Вопросы есть, да? Можно вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот сколько сейчас в году аспирантов? Сейчас 24 человека, из них 18 очников, остальные заочно. А очные, по-моему, сейчас 4 года, да, аспирантура? Да, 4 года. Вот 4-го года, в 22-м году, сколько из них? 4, я сказал. Вот то, что вы сказали. 4. Так, это, значит, перспективы на 22-й год. А вот скажите, в 2020-2021 году сколько было аспирантов, заключающего года аспирантуры, сколько из них защитилось? Было их 3, они все защитились. Имеется в виду, защита была только преподаватель, третий цикл они закончили. То есть дипломную работу защитили. Нет, да, я понимаю, я имею в виду диссертационную работу. Диссертационную работу пока нет. Ясно. В докторантуре сколько у вас человек? У нас докторантуры нету как таковой. У вас нет? Да. Спасибо. Мы специально для этого гранта открыли валютный счет в университете, и туда поступают средства. Оно идет ежегодно по 5000 где-то евро. Это зарплата для наших разработчиков этого проекта. Вот. Ну, плюс мы получали на оборудование, по-моему, 10 000 было евро, и на литературу где-то около 2000 евро давали по приобретению литературы. Вот так. А так все командировки, все вот эти гостиницы, питание, проживание, все за счет гранта. Вот. Когда они приглашают нас куда-то, да, то мы едем за счет всего гранта. Они сами покупают там билеты. Стажировка тоже за счет гранта. Стажировка тоже все за счет гранта. Поэтому очень хороший такой грант. Ну, конечно, пандемия внесла свои коррективы, да. Мы должны были в прошлом году, то есть, поехать на стажировки, перенесли на этот год. А так они уже должны были бы поехать, наши аспиранты. Вот. Но не получилось. Там в Германию сейчас сложно попасть, допустим, да. Вакцина требуется, их, по-моему, вакцина. Наша вакцина там не котируется. Потом еще в карантине надо сидеть сколько-то, неделю или сколько, да? Вот. Да, Константин Львович, это что-то уже о году дало? Да, я С точки зрения именно ускорения, повышения качества подготовки диссертационных работ аспирантов. Как я понимаю, это сейчас главная задача. Да, я думаю, что вот прошлый год дал много, потому что наши аспиранты непосредственно участвовали в этом проекте, они принимали гостей и в этих форумах участвовали, в мастер-классах, и связи свои наладили, плюс они работали группами. И вот им дается задание такое, да, скажем, рассчитать то-то, 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 там статистически вывести по каким-то нормативам и так далее. И они этому учатся сами. И сейчас, да, когда с аспирантами разговариваешь, они с удовольствием уже сами хотят, да, вот оказывается вот так можно, оказывается так. И саму структуру диссертации, допустим. То есть с точки зрения методической, да, Да, все-таки они получили методической. И плюс хорошую помощь. наши преподаватели, которые именно непосредственно заняты в этом тоже, сначала, да, не понимали вообще, что от них хотят, где, чего, как. А сейчас, да, Преподаватели не понимали? не понимали, что хотят от них европейцы, да? Нет, преподаватели ладно, а вот научные руководители, аспиранты в этом участвуют? Да, участвуют. Фактически, с точки зрения подготовки диссертационной работы, преподаватели, ну, понятно, там они свои циклы ведут и так далее. Но самое главное, чтобы более четкая ориентация была у аспирант, научного руководителя.
Да. Вот А здесь есть польза? научные руководители есть. У нас вот Мария Николаевич, он в втором модуле, допустим, и в четвертом модуле тоже он есть. И он, работая, да, вот над этим, ну, тоже сначала отнекивался, там, отписывался, а сейчас уже более-менее понимает. И когда идет совещание, ну, как заседание вот этих рабочих групп, они сами собираются. Их никто там, я не контролирую, там, я как координатор. Но они сами, вот, все вузы Казахстана, России, немцы, там, Чехии собираются и обсуждают вот эти проекты. Поэтому очень хорошая такая интернационализация получилась. Спасибо. Принять в сведения выступление Нефонтова Константина Григорьевича по совершенствованию послевузовского образования в сфере устойчивости сельского хозяйства и агросистем будущего. Да? Так? Никаких А дополнений. можно дополнение? Можно. К постановлению? Значит, поскольку Константин Григорьевич, в общем-то, сам сказал, что хотели бы получить некую поддержку, там, помощь и так далее со стороны Академии, вот можно вас попросить, ну, просто в виде тезисов изложить, что бы вы хотели, в чем конкретно Академия могла бы вас поддержать, где-то помочь и так далее. То есть вот конкретику такую, ладно? Чтобы нам, значит, дальше ориентироваться, в чем мы можем поддержать, в чем помочь, в чем у нас нет компетенции и так далее. Ладно? То есть вот такую записку. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Все понятно, да? Согласиться? Хорошо. Ну и теперь по третьему вопросу я буду краток, да, тут. Ну, по дальнейшим планам на 22 год мы еще корректировать будем, но хочется сказать, что мы будем работать все АГАТУ и ЮНИС, основные вот, центры будут работать по своим федеральным программам, по 4. И, конечно, по внедренческим темам, которые нам предложила, будем мы как бы конкурировать и добиваться Министерства сельского хозяйства, нашего продовольствия. Да. А там у нас в этом году как бы предвидится уменьшение, да? Пока. Ну, пока неизвестно. Неизвестно еще даже. Поэтому мы больших таких планов делать не можем. Но одно я хочу отметить, что из Академии наук, из ОУСа мы будем две такие вот проекта продвигать. 2 проекта. Первый проект, он будет как бы проект. Это концепция формирования инвестиционного потенциала и национальной технологии арктического коневодства Республики Саха-Якутия. Ну, я вчера с Василием Васильевичем тоже коротко, быстро консультировался. Это авторский проект у нас, поэтому я ему не дал. Но как мы его подготовим к публикации, уже отдадим, он сказал, что сразу мы ему принесли этот проект. Поэтому этот проект как бы является как бы созданием необходимых условий для модернизации якутского табунного коневодства и решения правовых, финансовых, экономических и социальных проблем формирования конкурентоспособной среды на внутреннем и внешнем рынках. Ну, сколько мы могли над этим поработали, и еще в дальнейшем будем работать. Тут коневодство наше, да, оно будет, если развиваться коневодство, мы будем развивать, модернизировать его, да, то язык, культура, все само по себе сохранятся у нас. Не надо будет насильно в садиках, в школах, там язык исчезает и тому подобное, да. И, конечно, мы спасем наши села. Там будет доходная база увеличиваться. Там мы ставим задачу до 1 миллиона довести к 40 году, может даже раньше. До одного тенденция есть к этому, да, но уже подходы другие должны быть. И кормопроизводство, растениеводство совсем другим должно быть. И ветеринарное обеспечение, и зоотехническое, и экономика, переработка, а самое главное, финансовое. Совсем новые взгляды мы предлагаем. Залоговая собственность на живность. Как бы сделать ее. И республика должна к этому
подойти и сделать даже национальная концепция, она может быть. Это двигающая. И он, видя доклада, эта работа может пойти на саммит в 2023 году, на саммит. У нас будет. Это связано с тем, что Россия стала на 2 года координатором вот, Арктического совета. Здесь арктическое коммунное коневодство может развиваться. Когда Путин ставит вопрос пространственного развития, когда ставит, прямо говорит, брендовая продукция, традиционная, оно вне конкуренции. И прямо 3% кредитования, может даже и 3% кредитование через Россельхозбанк. Но почему не берут кредит? Потому что некому за них поручиться. А разве не собственность якутская кобыла, фабрика ходячая, все подряд производит? И молоко, и мясо, и шкуру, и все производит. Она должна стать вот именно залогооблагаемой. Как залог пойти. 100 тысяч рублей. Вот это все у нас здесь есть, поэтому вот этим проектом, этот проект нашей Академии наук должен быть. И мы его будем проталкивать и в этом вопросе работать. Но это будет как бы здесь сплошное будет новые знания здесь должны работать. Новые знания. Я говорю, не готовим же коневодов. Где мы готовим? Не готовим. А о чем говорить тогда? Ну, поэтому я долго распространяться не буду. В этом вопросе будем работать. В 2019 году я его озвучивал, да, но сейчас мы его вообще очень подготовили, его сделали нормальным. И, кстати, да, как раз сейчас наши жеребятина очень дорого уже стоят. И брендовую продукцию, вот, скажем, копченую жеребятину найдите, в магазине нет. За 1500 нету килограмм. Это же ужас же, да? За 1500 килограмм нету. Я не могу найти. Если бывает, редко, когда только можно, редко можно купить. Она стоит в Калининграде 4500. А в этом в Краснодаре 2500. Наши земляки такую рекламу там сделали, все уже. Поэтому, а Китай сейчас, огромный большой Китай, вся реклама, да, что они мясо начали кушать. Вот, они уже разбогатели, а животный белок, да, потребляют пищу, белковую пищу, тогда люди только богатеют. А бедный человек питается чем? Вы знаете, растительной, да, пищей. А животная пища это уже дорого. Сейчас Китай и 1,5 миллиарда Китай-то. Мы как-то считали тут, да? Если мы 1 миллион доведем, да, по голове, сколько мы жеребятины можем поставить в провинцию Хайнлузян? Оказывается, даже при 1 миллионе голов, да, мы можем каждому хайнлузянцу по 18 грамм поставить жеребятину. 18 грамм, они-то даже не почувствуют же вкус. 18 грамм. Вот, поэтому рынок очень большой. Вот. Так что перспектива есть. Ну и, конечно, второй проект, да, это тоже мы озвучивали, говорили сначала, как бы так это было таким вот пробный такой, да, но и мы, это предложение того, что семейные фермерские хозяйства гендерным уклоном. Организация Объединенных Наций же объявила десятилетие семейных фермерских хозяйств. 2 программы работают, 2 программы. Одна в Латинской Америке, другая в Африке. С гендерным уклоном можно предложить проект развития оленеводства, где женщина становится главной. Вот этот проект, да, если протолкнуть, ее тоже через саммит. И 3-я программа могла бы быть в Арктике, арктическая программа. Борис Моисеевич, как вы думаете, арктическая программа Организации Объединенных Наций, да, вот по семейным фермерским хозяйствам и с гендерным уклоном.
80% сельхозпродукции готовится, производит фермерские семейные фермерские хозяйства. 80% в мире. А по качеству, да, оно лучше. Фермерское хозяйство, качество лучше. Вот все же продукт фермерский написано дорого, да? Всегда дорого и качественно бывает. Вот в связи с этим вот два вот этих проекта мы будем, как бы ОУС будет над этой проблемой работать. Ну, один из проектов Василий Васильевич даже вчера меня спросил, а если мы выделим деньги, авторский коллектив будет работать? Я сказал, будет. Да. Чтобы философия была, он сказал, чтобы с философией, чтобы вот первый по коневодству, вот здесь вот, вот тогда очень хорошо было бы. Так, и вот это вот семейные фермы, вот как оно бы звучало, суметь добиться вот этой программы ООН в Арктике, как бы гендерное семейное фермерское хозяйство, вот это вот. Угу. Вот. Ну и третьим направлением, да, мы будем, как бы, это уже непосредственно будем в Яниске, да, открывать дискуссионную площадку Академии наук, чтобы там, ну, ковид будет продолжаться все равно, видимо, а площадка использовать, как бы, престиж нашей Академии наук, Академии наук Республики, и там будет дискуссионная площадка Янисская. Там и молодые ученые будут собираться, там будут и малая сельскохозяйственная академия. И четвертое, это модернизировать малую сельскохозяйственную академию хотим. И здесь как модернизировать, да? Модернизировать так, чтобы учащиеся до 9 класса из них член коров избирать. И стипендию давать каждый месяц 500 рублей. Это должен хороший доклад у него быть, чтобы этот совместный доклад или совместная работа. Например, Михаил Петрович может подготовить по микробиологии, по биотехнологии, что они могли бы работать в школе Фомагатинской, где Михаил Петрович открывает свою, уже открыли, наверное, да, биотехнологическую школу, направление, школа Михаила Петровича, направление, биотехнологическое направление. И там же могут учащиеся уже работать, могут по закваскам работать, могут находить микробы и так далее, и так далее. Они уже в школьные годы, они формируются как исследователи. А то мы иногда студентов первого-второго курса знакомим с микроскопом. Они с трудом находят лейкоциты, эритроциты, с трудом в втором курсе на предмете физиологии. А некоторые вообще бесполезно не могут найти. А те ребята уже в 8 классе, они не только будут микроскопом работать, они могут и препараты изготовлять. Михаил Петрович, так? Нормально же было, да? И в этом случае член-корреспондент, мы критерий, если они получат патент, например, да, это уже можно и действительно члена Малой Академии дать. А вот начиная с 10-11 класс, действительно член можно давать, член кора. И 1000 рублей в месяц стипендии. Это же было бы очень хорошо. 12 тысяч в месяц в году. Он на сотовый телефон, на интернет, на все проплатит себе, так? В проезд в город съездить даже. Это хорошее подспорье. А эти финансы мы должны сами изыскать. Ну и школы нам, и вот с министром образования будем думать тоже, чтобы агрошколы и так далее. И тогда он заканчивает школу, уже место академика действительно члена освобождается, член кора будут претендовать. И мы будем налегать на патенты, чтобы они участвовали в патентах. Вот аспирант же Эльбядова работала, добилась аспирант. А почему не добьются студенты? Почему школьников, Михаил Петрович и школьников допустит? Почему нет, да, Михаил Петрович? Возможно же такое? Материал собирать будут и так далее. Но в этом, ну, не в вакцинах, то, но хотя бы
препараты будут готовить. Эти препараты потом могут использовать в образовательном процессе в школах, школы других будут закупать. Ученик что делал, другой ученику-то легче работать этими. Учебные пособия будут делать, альбомы делать будут, которые будут использоваться в этой школе, музеи будут делать. Это непочатый край работы. Поэтому вот эту вот систему, если использовать, Борис Моисеевич, как вы думаете? Эффективно же будет? Ну, конечно. Да, примерно похоже 40, например, человек, как у нас, да, 40 вакансий, 20 членкоров, 20 академиков, мы 10 членов можем. Или можно членкоров больше, а 10 членов можно меньше. И малая академия тогда, попасть в малую академию как-то престижно будет. Престижно. Ну, на этом я завершаю, да, третий вопрос, да. Согласиться, наверное, да, если кто, времени у нас мало, мы должны завершить. Нет вопроса? Есть один вопрос. Хорошо. Вот я считаю, что все пункты, которые вы назвали, важны. Но, мне кажется, акцент вот на первой позиции – это концепция формирования инвестиционного потенциала и национальной технологии арктического коневодства. Какие сроки, Леонид Николаевич, вы планируете? Мы его, да, я хотел вот 15 января завершить хотел, да, вот вообще, но мы там застряли в определенных этих, но, а так канва, она есть. Нет, ну я имею в виду, что вот уже как бы... сроки, да? Да. Не, вообще-то, вот это национальный концепт, указ бы хорошо бы вышел бы, чтобы в апреле же мы будем юбилей же. Да. Вот до юбилея была бы указ главы республики, чтобы селяне все почувствовали, что вот есть национальная идея, и мы будем над ней работать, и село меняться будет. Ну то есть срок март. Срок март месяц. Да, март. Март. Понимаете, очень важно срок четко назвать. Да, Март. хорошо, март. Все. Спасибо. Спасибо. Так, теперь я вот что, да, в течение целого года, да, мы очень хорошо и тесно сотрудничали нашим главным заказчикам, Министерству сельского хозяйства. Мы очень благодарны Министерству сельского хозяйства. Они вовремя финансируются, вовремя заказы делают. Но ряд есть моментов, когда мы говорим, вакцины мы делаем, биодобавки мы делаем, делаем много чего делаем, но Минсельхоз не может его купить, потому что Минсельхоз в бюджете уже сидит в своем бюджете. Поэтому нам надо что делать, да? Чтобы предприниматели его покупали, а если они начнут кредиты брать, покупать его, использовать, тогда правительство, увидев это, озадачит парламент и будет строка появится. Вот над этим надо поработать нам. А Министерство сельского хозяйства на появление строки с удовольствием согласится. Ее же функция Министерства сельского хозяйства не деньги добывать, а функция ее хорошо распределить финансов вовремя, эти субсидии и так далее вовремя дать, чтобы производство было, расширение было и так далее, развитие было. Вот. Поэтому мы друг друга очень понимаем, да, понимаем, и мы благодарны во главе с министром Атласовым. Налаженная работа идет, и у нас есть куратор, с кем мы работаем, да, Галина Николаевна Осипова. Мы ей очень благодарны, и Новый год уже наступил, но ничего, мы хотим ей вручить почетную нашу грамоту, хотим, Галине Николаевне, да, вот грамоту. А здесь я пока председатель ОУС не имею грамоту вручать, да, у нас пока статуса такого нет, хотя я Василию Васильевичу письмо написал, скоро, может, ОУСом нам разрешат выдавать грамоту от имени ОУС, да. Я вот здесь поэтому написал директор института, но потом председатель ОУС по сельскохозяйственному, чтобы не нарушать этикет, да. Грамота от имени ОУС мы вам вручаем, да, и тут есть маленький скажем.